Канадские власти договорились с представителями коренных народов о компенсации за издевательства и ущемление культурных прав в прошлом, передает Тенгри Ньюс со ссылкой на сайт правительства Канады. Власти Канады согласились выплатить 2 миллиарда 800 миллионов канадских долларов представителям коренного населения страны в качестве компенсации за издевательства и ущемление их культурных и языковых прав в прошлом. Групповой иск к властям Канады подали в 2012 году 325 представителей коренных общин, которые требовали компенсации за геноцид в отношении их языка и культуры в период с XIX века по конец XX века. Теперь достигнутое сторонами соглашение должен одобрить Федеральный суд страны. Предполагается, что деньги будут перечислены в специальный фонд, использовать который коренные жители смогут по своему усмотрению. Канаде потребовалось слишком много времени, чтобы признать свою историю, признать геноцид, который она совершила, и признать коллективный вред, причиненный нашим народам, школами-интернатами, прокомментировал решение один из истцов. Представитель коренных народов Гарри Фищук. С 1881 года по 1996 год в Канаде более 150 тысяч детей представителей коренных народов были разлучены со своими семьями и отправлены в школы-интернаты. Многие из них подвергались голоду, избиениям и сексуальному насилию в рамках системы, которую Канадская комиссия по установлению истины и примирению назвала культурным геноцидом. Подросткам было запрещено говорить на языках своих предков и практиковать свои традиции. Последняя из таких школ в Канаде была закрыта в 1996 году. В 2021 году в бывшей школе-интернат в Британской Колумбии были обнаружены останки 215 детей. С тех пор останки находили и в других бывших подобных учреждениях по всей стране. По разным оценкам, от болезней, голода, несчастных случаев, пожаров и насилия могли погибнуть тысячи учеников этих интернатов, которые в основном управлялись церковью.